Сообщение о том, что постигло жену Лута, мир ему. Некоторые толкователи считают, что жена Лута осталась в городе вместе со своим народом. По мнению других, эта женщина покинула его вместе со своим мужем и 2 дочерьми. Однако, услышав вопль и грохот упавшего города, она слушалась веления своего Господа и обернулась, чтобы посмотреть на своих соплеменников. Она воскликнула: «О люди!», после чего ее поразил камень, и она присоединилась к людям своего народа, поскольку исповедовала их религию и сообщала им о тех, кому Лут оказывал гостеприимство. Об этом в Коране сказано так: «Для тех, кто не уверовал, Аллах привел в качестве примера то, что постигло жену Нуха и жену Лута. Обе они были замужем за рабами из числа наших праведных рабов. Обе они предали своих мужей, и те не избавили их от наказания Аллаха и никак не облегчили его. И этим женщинам было сказано: войдите в огонь вместе с прочими входящими в него». Сура 66, аят 10. Здесь имеется в виду, что эти женщины предали своих мужей в том, что касалось религии, ибо они не последовали за ними. Однако это вовсе не означает, что они изменяли своим мужьям, ибо Аллах не судил пережить супружескую измену ни одному из пророков. На это указывали Ибн Аббас и многие другие улемы из числа наших праведных предшественников, а каждый, кто утверждал обратное, допустил серьезную ошибку. Так, например, когда некоторые люди стали возводить ложь на жену пророка, да благословит его Аллах и да приветствует Аишу, да будет доволен ею Аллах, в подтверждении ее невиновности свыше был ниспослан ряд аятов. В этих аятах Аллах выразил порицание некоторым верующим, обратился к ним с увещеваниями и предостерег их от повторения подобного. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «К вашим языкам пристает ложь, и вы произносите своими устами то, о чем знанием не обладаете, считая подобное незначительным, тогда как пред Аллахом это великий грех. Почему, услышав это, вы не сказали: не подобает нам говорить об этом, преславен ты, а это великая ложь». Сура 24, аяты 15 и 16. Это значит, Аллах выше того, чтобы жена его пророка совершила подобное.